Есть некоторые интересные детали, на которые мы хотели обратить внимание. Это прежде всего жокеи, по которым были вопросы у нас. Потому кто же в итоге проходит в финал от Кармаскалинского района. И мы теперь можем точно понять, кто на ком поскачет. Итак, от Кармаскалинского района на Акбаше поскачет Ильмир Аминев. Ну и, соответственно, на Аполлоне Владислав Юлубаев. На Акбаш чемпион. Ильмир Аминев. Все-таки преимущество отдано тому, кто скакал на башкирской породе. Ну, а на Аполлоне поскачет, соответственно, Владислав Юлубаев. Сейчас будем представлять всех участников. Первый номер Алабай. Скачет чемпион Зианчуринского района Рамзиль Хусаинов. Второй номер Аполлон. Призер Кармаскалинского района Владислав Юлубаев. Третий номер Акбузат. Жокей Ильдар Губайдулин. Это призер Бакалинского района. Четвертый номер Аркаим. Скачет призер Миякинского района Наиль Шеймарданов. Пятый номер Акбаш. Скачет чемпион Кармаскалинского района Ильмир Аминев. Шестой номер Буляк. Жокей. Чемпион Мечетлинского района Ильдар Нургалеев. Седьмой номер Султанбек. Скачет призер Мечетлинского района Дмитрий Пушкарев. Восьмой номер Разлив. Скачет Рамазан Кучумов из Бакалинского района, чемпион Бакалинского района. Девятый номер Лакмус. Скачет призер Зианчуринского района Дмитрий Нуржанов. И десятый номер Альянс. Чемпион Миякинского района Салават Насыров. Ну вот, мы отмечали, что есть жокей с хорошей посадкой. Выделяли Ильдара Нургалеева. Ильдар Нургалеев поскачет на Буляке. Буляка хорошо знают зрители турнира Тара-Башкирия, потому что Буляк действительно очень часто становится настоящим подарком для жокеев, которые на нем выступают. Потому что Буляк лошадь очень серьезная. Это жеребец 2012 года рождения, который может действительно показать себя. И в этом году Буляк доставался чемпиону этапа номер 9. Тогда Денис Курбанаев из Кугарчинского района на Буляке смог успешно заложить фундамент для своего выступления. На Буляке, на Аполлоне он проскакал с хорошей резвостью. Так что мы вправе здесь ожидать хорошего результата, потому как теневому такому фавориту досталась отличная лошадь со стартом. Так что следите внимательно за шестым номером. Но, может быть, Олег Петрович, у вас какое-то другое предположение есть? Нет, мне очень интересно посмотреть за Ильдаром, как он поведет себя на чужой лошади. И вообще сейчас все жокеи покажут именно свое умение. Тут уже не то, что ты сидишь на более резвой лошади и выиграл. Которую ты тренировал, да, которую ты знаешь. Тут незнакомая лошадь. Надо почувствовать, как она реагирует на повод, на посыл, на посадку, на положение корпуса. Тут все играет роль. Ну и отметим, что начисляются баллы. За первое место 15, за второе 12, за третье 9, далее 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 соответственно. Ну и затем эти баллы подсчитываются по итогам двух скачек. Ну, сумма мест, сумма скачек, вернее, сумма мест, сумма баллов, сумма резвостей. Все это будет учитываться. Но мы готовы передать слово нашему комментатору Денису Ганиеву. Финальная скачка. Старт берет по резинке. Внимание, на старт есть падение. Есть падение. Так, стоп. Фальш-старт, фальш-старт, фальш-старт. Да, непредсказуемый старт у нас получился. Это фальш-старт. Ребята, разворачивайтесь обратно. Ой-ой-ой, три жокея любителя выпали из седел.
И вот сейчас задача поймать лошадок, которые сейчас без седла рванули вперед. Так, подождите, не 3, да, получается? Один только жокей у нас допустил падение. Да, меня спутали футболки районные, которые, в общем-то, и отвлекли. Показалось, что это несколько участников финальной скачки. А кто, кстати, не Акбаш ли уж, а? Кто сбросил своего участника? Смотрим. Нет, Акбаш в строю, а это у нас, вот и номер-то не видно, смотрите-ка. Первый, что ли, номер? Я не вижу отсюда. Ну и начинается наша любимая забава. Поймай коня. Поймай. Да, еще его нужно... Вот подсказывает мне Это Алабай, первый номер. Алабай. Вот его. Аккуратно. Главное сейчас не сильно на нем, в общем-то, спешить. Сейчас мы его передадим участнику. Кстати, как резво Алабай отправился вперед. Итак, возвращаются все участники в зону старта. Это отличненько, интересненько получилось у нас. Видим, что удалось, в общем-то, поймать Алабая под первым номером. И на старт его отправить обратно. Сейчас будет передан Алабай Рамзилю Хусаинову. Ждем старт. Пока старт не даем. Рамзиль Хусаинов, да, он отправился ловить... Подождите, а у меня 7-й номер это. Не, первый. Все правильно. Это Рамзиль Хусаинов. Резво убежал ловить Алабая, но вернулся. Успел. Вот сейчас очень важно перевести дух и попробовать за эти короткие секунды отдохнуть. Мы ждем, пока Рамзиль займет свое место на спине Алабая. Натягиваем резинку. Внимание! Приготовились! Старт! Итак, старт со старта первым уходит Буляк. Тут же 3-й номер Акбузат. 2-й номер Аполлон и 5-й номер Акбаш. Вот она, четверка лидеров. Как высоко в седле на Буляке стоит Ильдар Нургалиев. Буляк ведет скачку, за ним Акбузат. За 17,7 первая четверть пройдена. Буляк, Акбузат, Аполлон, тройка лидеров. Алабай выходит на 3-ю позицию. Алабай и Аполлон за 3-е место. В борьбе идут рядышком. Вот интересно, хватит ли Алабаю сил? Вот в чем вопрос. Смотрим. Буляк и Акбузат рядышком. Вот Буляк слегка впереди, может быть, на шею. Впереди тут же 4-й номер Аркаим. Аркаим выходит на 3-ю позицию, по-моему. За 43,6 пройден очередной отрезок дистанции. Смотрим. Акбузат и Аркаим. Аркаим выходит на 1-е место. Акбузат рядышком. И последние метры дистанции. До финишной прямой мы смотрим, что же будет дальше. Кто победит в этой скачке? Скачку на голову ведет Акбузат. Рядом Аркаим. Тут же Аполлон рядышком. Ой, как хорошо идут дружно. Аркаим, Акбузат в борьбе. Смотрим финиш. Мы видим, что Полем 9-й номер пытается догнать лидера. Это Лакмус. Смотрим внимательно финиш. Аркаим финиширует. Тут же 2-й номер Аполлон и 9-й номер. Далее 3-й номер, 5-й, 6-й, 10-й, 1-й, 7-й. И только финиширует 8-й номер Разлив. Мы подводим результаты и итоги этой скачки. Ну а пока на сцене Кармаскалинский район. Айдар Мухамедгареев. Итак, вот мы видим, что тяжело досталось сейчас Рамзилю Хусаинову.
из Янчуринского района. Это еще, как мы понимаем, во время первого старта. Вот этот фальстарт, когда был, получил он определенные повреждения. Ну а скачка была действительно интересной. И мы видим, что Наиль Шеймарданов на Аркаиме одержал победу в первой скачке. Но Наиль Шеймарданов — это призер из Мейкинского района. О чем тут можно сказать? Можно сказать о том, что мы, так скажем, выделяли Ильдара Нургалиева из Мечетлинского района, который под 6-м номером выступал. И, возможно, это его была определенная тактика быть просто впереди, но не выигрывать, потому что победа в скачке означает, что во второй финальной скачке ты садишься на лошадь, которая пришла последней. А это, скорее всего, ну, мало кому удавалось. Только Денису Курбанаеву удавалось победить в 2 скачках. Это невероятно, когда получается и на первой, и на последней лошади показывать высокий результат. Но в любом случае лидировал, вел Ильдар Нургалиев. Но затем соперники пошли вперед, пошли в атаку. Здесь и Ильдар Губайдуллин на Акбузате. Здесь и Дмитрий Нуржанов на Лакмусе. И вот мы видим под 4-м номером как раз на Аркаиме будущий победитель Наиль Шеймарданов. Ну вот насколько интереснее смотреть, когда жокеи едут на равных лошадях. И вот все-таки Ильдара мне хотелось бы отметить его поведение на старте, когда был фальстарт. Он вовремя увидел, его никто не вел, не пускал с рук. Хорошо, он чувствует лошадь. И по скачке он неплохо ехал. Так что посмотрим, что будет в финале. Да, но здесь, конечно, достаточно серьезно он проиграл на финиш. Но вопрос ведь в том, что сейчас ему достанется более резвая лошадь. И если на ней он выиграет и опередит всех своих конкурентов, то для него это будет большой результат. Но здесь еще надо выиграть. Кстати говоря, у нас пришел результат предыдущего заезда. Так вот этот момент, где первый номер упал. Упустили его немножко из виду. Этот момент.